Здравствуйте! Вы смотрите Авторивьеру. Сегодня мы продолжаем серию по туристическим маршрутам. Этот маршрут очень интересен для жителей Абхазии как маршрут выходного дня. Сегодня нам его представит абхазская туристическая компания во главе с Самилей Квирая, семья ваша, Армен, Сурен. Все вместе. Да. Сегодня заодно и отдохнете, и проинспектируете, да, этот объект? Да, мы любим этот объект, мы его не раз посещали, детям там очень нравится. Едем мы с вами сегодня в Кындык, недалеко от Тамыша находится как раз Тамышская крепость, крепость Санта-Маза, единственная генуэзская крепость, которая в Абхазии сохранилась. Кстати говоря, этот объект мы первый раз посещали с семьей, сегодня как раз мы дадим вам возможности эту крепость увидеть, опять же, в семейном кругу, и многие из местных жителей могут поинтересоваться, скажем, да, и отдохнуть в этом месте. Мы сегодня дадим такую возможность, чтобы... И, кстати, посетим по пути сероводородный источник, покажем расстояние между этими двумя объектами, потому что это довольно-таки интересный объект. В дальнейшем будет не только для тех, кто живет в Абхазии, в ближайших районах, но и в будущем будет прекрасным объектом туристическим, я думаю. Это хорошее сочетание, заехать и на источник, да, и крепость. Ну, даже и для местных жителей в том они имеют возможности принять, там, скажем, такие теплые ванны, плюс попасть на эту крепость, семейно посидеть, отдохнуть. Ну, естественно, большой плюс для туристов. Туристы любят такие интересные объекты, потому что это на данный момент объект не является, так скажем, популярным. И мы очень надеемся, что в дальнейшем появится его популярность, и люди будут посещать не только местные жители, но в первую очередь наши гости, которые будут приезжать к нам в Абхазию. Ну что, поехали? Поехали. Самиля, по обыкновению мы немножко говорим о водителе. Вы сколько лет за рулем? Ну, чуть больше 9 лет. Скажи. Большой стаж. Сами возите туристов? Когда-то возила, но теперь уже время не позволяет, поэтому в основном занимаюсь только организационными делами, отправками, и в основном поэтому нет времени самой ездить. Жалко, люблю эту работу, конечно, потому что когда-то сама работала экскурсоводом, и скажу, что работа довольно-таки интересная. Если вы работали экскурсоводом, естественно, вы эту работу знаете очень хорошо. Вы прекрасно понимаете, что нужно туристу, и знаете, наверное, все объекты Абхазии. Ну, работала, я скажу, экскурсоводом очень давно, почти больше 18 лет. После того, как у нас открылась в 2006 году своя организация, мы открыли свою турфирму, практически после этого практику экскурсовода я оставила. Но какие-то объекты, которые, конечно, я посещала, я знаю хорошо. Ну, довольно-таки много объектов знаю хорошо. Но сейчас мы изучаем, так скажем, да, новые объекты, как раз куда мы сегодня с вами попадем. Едем туда не первый раз, но я считаю, что это будет в дальнейшем интересный туристический такой небольшой маршрут, который можно будет присоединить к какой-то небольшой программе, чтобы туристам было, так скажем, ненавязчиво, но довольно-таки интересно. На самом деле поразительно. Я это село проезжаю довольно-таки часто, много лет, но никогда не знал о существовании такого объекта, которому уже 13-15 век, вы сказали, да? Не один век там находится этот объект, а мы про него ничего не знаем. Мы тоже не так давно об этом узнали. Мы, конечно, каждый год изучаем новые маршруты, стараемся внедрить в программу какие-то новые для туристов, потому что часто приезжают те туристы, которые с нами ездят и работают не первый раз, и, соответственно, нам нужно какие-то новые предложения вносить в нашу программу. И узнав об этом объекте, мы уже семейно, как сегодня, поехали в конце сезона более подробно рассмотреть как раз-таки этот объект. И я считаю, что он конечно, он сейчас интересует, наверное, больше, так скажем, ценителей истории, но в дальнейшем я заинтересует многих, я думаю, туристических турфирм, потому что этот объект будет довольно-таки интересный для них. Раз у вас туристическая компания, естественно, у вас транспорт, на котором вы возите туристов, какие-то
Что у вас вот, по технике безопасности, скажем, какие-то рекомендации водителям, там, Да, что делается вот с этой стороны? Ну, скажу как бы так, конечно, когда мы берем на работу водителей, в первую очередь мы ставим это техническое состояние машины, очень важно. И плюс машина должна быть, конечно, готова для туристического обслуживания, это микрофоны, кондиционеры, комфорт внутри машины, так скажем. Но мы давно не принимали в штат работников, ну, как бы водителей, да, которые бы новых. Мы по договору давно работаем с определенными машинами, которые уже давно приспособлены, так скажем, да, и готовы к этой работе. И знаю те требования, которые мы требуем, и требуются вообще по экскурсионной программе, потому что безопасность это в первую очередь, конечно же. Ну и плюс, вот как можно сегодня заметить, с нами сегодня Армен. Мы еще, помимо классической формы, так скажем, да, обслуживания, это микроавтобусы с экскурсоводами, мы предлагаем джип-туры, это машины высокой проходимости. Вот я заметил, мы же вот тоже часто снимаем вот и туристические маршруты, сталкиваемся с отдыхающими, туристами. И я заметил, что многие туристы есть, которые приезжают не первый раз, там 2, 3, 4, а то и каждый год. Вот они знают все в Абхазии, они побывали везде. А местные люди далеко не каждый бывал даже на Рице. Есть такие, которые даже не бывали на Рице, даже в Новом Афоне, к большому сожалению. Хотя я по детству помню, что вот первый раз посетила Новый Афон именно в школе. Вот, да, нас возили в пещеру, нас знакомили с достопримечательностями. Не могу сказать активно, конечно, но детки наши пока еще маленькие. Вот, например, такие близлежащие объекты мы стараемся малышей, но так только семейно, тем более сейчас такая ситуация, эпидемия, ну как бы все связано с коронавирусом. Мы так в очень узком кругу стараемся как бы вот близко. Я, так скажем, строго за этим делом слежу, очень придерживаюсь карантину, так что смело. Да, я помню, как-то мы раньше хотели эту съемку, и там я немного простыл, и вы решили воздержаться. Поэтому сегодня смело со мной можно ехать в одной машине без маски. Вот мосты у нас красивые, вот и Киласурский, и Гумистинский, и Бзыбский. Да. Вот во многих странах, городах смотришь, из них целые такие объекты делают, где можно пофотографироваться, там, поснимать, и ночная иллюминация всякая красивая. Ну, будет у нас тоже, я думаю, все. Но мы же все рассчитываем на то, что у нас станет лучше. Даже если мы с вами уже не успеем, хочется верить в то, что наши дети успеют. Сегодня все это быстро происходит, на самом деле. Вся инфраструктура, все это быстро меняется. Вот умы немножко не так быстро меняются. Это все делается. В принципе, туда, куда мы сегодня едем, в Кындык, для тех, кто, ну, местные, наверное, все-таки знают, ну, промежуток пути не такой большой, и кто хочет семейно, так скажем, отдохнуть, потоков там практически не бывает, даже местных жителей. Примерное расстояние получает около 27 километров, ну, до Кындык точно. То вот вместе с этим источником, в принципе, целый день будет заполнен там. Да, если, скажем, вот так семейно выйти, так скажем, на легкий пикничок. Мы как передача, связанная с безопасностью, транспортом, и туристические маршруты мы снимаем. Ну, всегда интересует все, что связано с транспортными услугами. Там. Мы занимаемся, если строго это касается индивидуальных, так скажем, больших групп, а так в основном мы работаем с теми, которые занимаются конкретно трансфером. Мы в основном делаем акцент на сферу обслуживания, так скажем, по экскурсионному обслуживанию. Но, опять же говорю, и индивидуально групповые, скажем, индивидуальный транспорт мы предоставляем, если в том случае, бывает очень часто, опять же говорю, те туристы, которые с нами неоднократно работают и просят, так скажем, да, вот помочь с какими-то организационными моментами, в этом случае мы не отказываем. Делаем все возможное, чтобы их привлечь сюда, дать возможность, даже помогаем с расселением. Ну и главное для нас, это, конечно же, знакомство с объектами. Ну, 9 лет вы говорите за рулем. Для вас езда это что? Вот оно как-то увлекает, интересно, отдыхаете или устаете наоборот? Ну, для начала, конечно, было дело интересное, когда я скажу, что права я имею с 2001 года почти 20 лет. Ну, так скажем, считаю, что я стала ездить за рулем только когда села за руль, так скажем, собственной машины. Это больше 9 лет.
Вот. Ну, я получаю удовольствие, конечно, от вождения, но скажу, что вот сейчас поток машин уже намного больше, чем тогда, когда я этому училась. И тогда было немножко попроще, и, так скажем, можно было за рулем немножко расслабиться. А сейчас приходится не только о себе думать, но... Как относитесь, вот много новичков, вот женская половина, все оседлали машины сейчас. Пусть меня простят. Как с их опытом, вот с вашей, на ваш взгляд, вот с 9-летним стажем? Пусть меня простят все девушки и женщины, которые за рулем, но вот я, по крайней мере, говорю о себе, стараюсь ездить аккуратно, никогда не превышаю скорость. По крайней мере, стараюсь не создавать аварийные ситуации. Но очень много женщин и девушек, скажу вам, бывает даже мой супруг уже, который придерживается, опять же, правилам дорожного движения, бывает такое, что он прям может прям жестко в машине заругаться от того, что прям женщина ярко... Логичные действия. Да. Непредсказуемые. Скорее всего, непредсказуемо, правда. Не то, что вот прямо они нарушают правила, а даже создают аварийные ситуации. Хочется сказать, конечно, когда мы ездим за рулем, мы должны думать не только о себе, а о том, что вот в машине могут быть дети, и не только у нас, но и вот идущие, так скажем, противоположное движение. Это, кстати, касается и парковки. Вот бывает, говоришь, поставьте вот так, будет более корректно, удобно, и другим место. Ну, очень часто... Ну, не всегда то, что удобно одним, удобно другим. Бывает, как вот ехала, встала, вот и так и оставила машину. Скажу то, при всем том, что я люблю ездить за рулем, но если мне сейчас выбор, мы ездим с семьей, я, конечно, даю предпочтение, чтобы супруг ездил за рулем, потому что в машине сейчас уже дети, это самое дорогое то, что есть, и, соответственно, не рискую их здоровьем, несмотря на то, что, так скажем, да, их жизнью, ну, несмотря на то, что в любом случае у меня может быть не маленький стаж, но при всем этом я не считаю себя, так скажем, прям ас-водителем или прям хорошим водителем, разное все-таки вождение, да, вот у женщин и мужчин все-таки вот это... Вот хотела как раз это сказать, что... По-разному работают, да? Как раз хотела это сказать, что все-таки вождение это мужское, несмотря на то, что я сама за рулем, но предпочтение даю, когда мужчина за рулем. Женщина может, наверное, побаловаться, так скажем, когда едет вот в потоке, но сейчас мужчинам удобно, что женщины за рулем, они от всех, так скажем, по крайней мере, детей возить в школу не приходится. Таким способом избавились от каких-то семейных трудностей, которые связаны с детишками, с организационными их моментами жизни. Ну, уже стало невозможно возить всю семью, то есть все работают, у всех еще какие-то дела, это невозможно. Ну да, время, наверное, все-таки такое способствует тому, что в семье в любом случае и женщина, и мужчина за рулем. Очень красивый мост, река, горы. Красота. У нас в Абхазии очень красиво, многих мест, что можно показать туристам. Да и мы, наверное, сами должны знакомиться. По крайней мере, знакомить наших детишек с теми красотами, что есть, и чтобы они ценили то, что мы имеем. Все-таки это наше сегодняшнее богатство. Главный фактор у нас природа, вот, что привлекает туристов. Да и эта сфера одна из ведущих у нас в экономике, наверное, туристическая сфера. Ну, на самом деле, мы же туристическая страна, у нас море, горы, таких возможностей, где можно скомбинировать, так скажем, даже вот Гагрские горы, мы знаем, вот выше горы Мамзышха, в эту сторону, в советское время даже горнолыжный курорт устраивали, такой небольшой, по крайней мере, организовывали. И таких возможностей мало где можно было за 20-30 минут подняться в гору, покататься на лыжах и спуститься, и чтобы искупаться в Черном море. Тут местные часто на пикники ездят, но и не все за собой увозят свой мусор. Да, тоже. Это, наверное, как-то нас надо приучать немножко к культуре, в первую очередь своих детей. Ну, наверное, как и к культуре вождения, вы знаете, потому что все-таки у нас сейчас многие ездят за рулем, и не все так это делают, так скажем, по тем правилам, которые необходимы, в первую очередь для целей безопасности. То же самое касается и вот этих организационных моментов после пикника. Скажем о том, что это же не все сразу приходит, чтобы это вот уже шло поколениями, надо сейчас начинать, чтобы наши дети, ихние дети, уже вот в них было заложено то, что вот, правда, то, что мы видим, это не очень, как говорится, красиво. Наш глаз, может, уже привыкает, но для тех, кто заезжает первый раз, особенно вот
туристы очень часто такие места замечают сразу. Ну, без каких-то карательных мер, к сожалению, Дисциплина не это приведет. не приведет. Сейчас вот мы в пример ставим всегда европейцев, как у них чисто. Ну, там попробуйте курок выбросить в окно и Я была как-то в Германии. сразу сообщат. Да, я была в Германии, мы не чистили месяц даже обувь, можно было сказать, вот можно Да. было ни обувь, ни трусики. И как-то хозяйку спрашиваю, мы идем через парк, ну вот бывает там, нам же интересно, как людям интересно, когда к нам приезжают, вот задают вопросы, почему у нас как бы так вот какие-то места заброшены, не очень ухожены, а нас интересовала там другая сторона, вот как у вас так все-таки парковая зона, нигде ничего не охраняется, вот при всем этом, как у вас так чисто? А вы, говорит, попробуйте бросить бумагу, пока вы до дома, говорит, дойдете, придет штраф. У нас, наверное, сейчас не любят камеры. Ну, вот я сторонница была бы, чтобы, знаете, за каждую мелочь штрафовали. Ну, до источника уже очень близко. Да, практически наша дорога где-то, ну, неторопливым, так скажем, да, шагом, если добираться сюда, ехать где-то полчаса занимает по времени. В принципе, очень удобно и для местных жителей, и для тех, кто вот организовывает туры, потому что не всегда туристы хотят тоже много далеко отдыхать, иногда хотят, чтобы это, так скажем, немножко какой-то день был у них менее разгруженный, так скажем. Вот такие туры как раз таки можно предлагать. Ну вот, в принципе, почти приехали. Мы достигли одного пункта нашего назначения, и здесь очень так многолюдно, все занимаются своими процедурами, прямо вот как будто туристический сезон в разгаре. Ну, скажем, что у нас сейчас не сезон. Для начала скажем, что мы с вами находимся в Кындыке. Это где термальный сероводородный источник, горячий источник. Здесь около 15 тех душев, которые мы с вами видим, этих водопадов. Они все разной температуры. На самом деле сам источник расположен выше, и температура его очень высокая. Но для того, чтобы туристы, да и местные жители имели возможность принимать эти ванны комфортно, соответственно, разбавляют сам сероводород, то есть он уже достигает той температуры, которая комфортна для... Да, почти по пути, но причем есть бассейн специальный, где они, конечно, концентрация обычных прохладной водой, как бы, и прежде чем достигает вот этих уже удовольствий. Ну, несмотря на то, что вот у нас сейчас не сезон, мы с вами видим, что здесь отдыхающих как раз-таки очень много. И, скорее всего, это те, которые, наверное, приезжают сейчас самостоятельно, потому что для многих туристических фирм сейчас у нас не сезонность. Я думаю, что завтра здесь будет больше народу. Ну, вполне возможно. Мы желаем, по крайней мере, чтобы так оно и было. И, может быть, после нашего с вами небольшой программы сюда побегут и многие местные жители, ну и отдыхающие. Скажем, что у нас это не единственный источник в Абхазии. Мы знаем, что в Ткварчеле есть прекрасный радоновый источник. Он не полезен всем, так как и радоновый, и здесь сероводородный. Не имеют возможности их принимать сердечники, у кого проблемы с онкологией, даже простудные заболевания у кого есть. Кстати говоря, по медицинским показаниям нельзя посещать сероводородный источник. Ну а для всех остальных любой человек может приехать сюда, получить удовольствие от тела в первую очередь. Ну а медицинские показания это все-таки уже только с назначением врача или каких-то таких, так скажем, больше медучреждений должны направить. Да, в общем, можно хорошо провести выходной день, особенно вот в такую погоду, хотя и когда холодно, здесь довольно-таки тепло, по-моему. Как раз таки, наверное, в холодную погоду зимой здесь комфортно, потому что, еще раз говорю, это источник горячий.
Многие, когда есть такая необходимость, могут погреться, получить удовольствие от тела, ну и, так скажем, немножко от зимнего климата отойти. Я вообще из Сургута, но сейчас проживаю в Сочи. Очень часто приезжаю на эти источники, это мое любимое место в Абхазии. Здесь я уже не первый раз, и когда все друзья ко мне приезжают, я всегда их беру и везу сюда. Здесь очень классное место, мне нравится здесь гидромассаж отличный, плюс бассейны, можно окунуться в холодную бочку, наслаждаться этим местом. Страна просто великолепная, и я рекомендую всем тем, кто живет в Сочи, ездить отдыхать в Абхазию, потому что смена такой обстановки, великолепные горы, великолепная природа, просто наслаждаться этим местом до бесконечности можно. Ну, с Сургутом контраст сильный, наверное. Ну, конечно, сейчас, если дома минус 47 градусов, то здесь я, видите, в плавках нахожусь, купаюсь в горячих источниках, и, в принципе, здесь не холодно и очень классно. Впервые на этом источнике? Да, впервые. Ну, как, понравилось? Да, здесь здорово. Очень необычно то, что вода такая горячая и очень классно термальные, как их называют, массаж. Гидромассаж. Гидромассаж, да. А вы знаете, сколько можно находиться в этой воде? Нет, не знаю. Ну, минут 15, наверное, максимум. Да? Да. Ну, по всем правилам скажем, что, конечно, сероводорный источник, он полезен, но знаем, что даже самое хорошее должно быть в меру. И по медицинским показаниям, вот как после того, как девушка приняла грязевые ванны, как начнет уже сохнуть, минут 15-20, и она уже должна идти в поток, так сказать, самого сероводорного источника. То есть смывать столько же минуты 15-20. Это по медицинским показаниям. Потому что когда мы говорим о медицинском показании, это имеется в виду, когда курс лечения, там, скажем, около 10 сеансов. Но многие туристы, приезжая в Абхазию, те, кто отдыхают, они не всегда приезжают в медицинских целях, в основном для удовольствия тела, поэтому пользуются разово. И мы, когда привозим, даже даем больше времени, около 1,5 часа. В связи с этим они принимают эти ванны намного больше и даем такие возможности удовольствия тела получать. Да. Но не надо забывать о том, что все-таки это в первую очередь для лечебных целей. Спасибо. Очень благоприятная лечебная вода, грязь, источники, гидромассаж. Полезно очень для здоровья. И сколько вы намерены ходить? Это вот курс там дней 10, да, наверное? Ну, дней 10 желательно, чтобы не было рецидивов. Часто очень не рекомендуется. Поедем дальше уже к нашему основному пункту назначения, крепости Санта-Маза. От термальных источников к крепости можно проехать по этой прямой проселочной дороге. Расстояние всего около километра.
Я впервые увидел эту крепость Собеля, и сейчас вы нам расскажете подробно ее назначение, что это и когда была построена. Находимся мы с вами в селе Кындык и находимся рядом с крепостью, Тамышской, так называемой крепостью Санта-Маза. Переводится она на русский как крепость Святого Фомы. Это единственная генуэзская крепость, которая сохранилась вот в таком виде, так скажем, да, вот вообще сохранилась. Относится крепость к 13-15 веку, ну и, конечно же, к середине 15 века, когда были здесь турецкие набеги, и, соответственно, эта крепость, как и все пострадала. Вот, с того периода его вообще не восстанавливали. Несмотря на все это, мы видим, что эта крепость довольно-таки хорошо сохранилась. Вот. Конечно, здесь неоднократно проводят различные раскопки. Последний раз это было в 2014 году. Здесь приезжали русские студенты, проводили раскопки. Вот. Ну, объект, конечно, это на данный момент не является туристическим. Понимаем, что сюда приезжают в основном только ценители истории, любители красивых мест, но не является туристическим объектом. Но вот в будущем... Внизу видим, что и пляж. Да, внизу видим, что буквально рукой подать у нас пляж. Соответственно, понимаем, что это место будет очень интересно не только для ценителей истории, но и вот многие туристические фирмы. В первую очередь я говорю о нас. Мы обязательно в этом году введем его в свою программу, потому что мы видели, насколько она близко расположена от источника. И, соответственно, будет очень интересно тем туристам, которые будут посещать источник, заехать сюда прямо на крепость Санта-Маза. Переводится оно, я как сказала, вот на русский как крепость Святого Фомы. Вот. И как все многие крепости, в основном она защищала, за оборонительные функции выполняла. Здесь проводили торговлю. Естественно, она была построена в период, когда здесь бывали генуэзцы. Последний раз здесь, так скажем, набеги были на турецкие именно где-то в районе 1470 году. И вот тогда, как и считается, здесь было найдено ядро в 1970 году. Это было такой ярким событием, связано с этой крепостью. Но сейчас присматривает за этой крепостью местный житель, который ухаживает за территорией. Вот. И то ядро, которое было найдено, по крайней мере, с его слов, говорит, что он был отдан в музей. Насколько вот нам известно, но событие довольно-таки было тогда это ярким. Вот по форме видно, что она вот отличается от всех других наших крепостей. Да, это все-таки строение было сделано в период генуэзских, так скажем, да, вот проводили здесь, во-первых, у них здесь были поселения, торговые, промышленные, так скажем, да, вот в основном на что делали они свой акцент, ну и не исключается здесь и работорговля, как и, кстати говоря, первые, так скажем, шелковые пути проходили именно тоже здесь. И таможня была. Почти так, можно и так сказать. Ну, если здесь облагородить, вот как Афонскую крепость, там вот сделать какие-то смотровые, там дорожки, вот лестницу к пляжу. Да, я думаю, тогда вот, если, скажем, как-то немножко вот культуру сюда вот так вот привести, сделать лестницу для спуска к морю, какие-то смотровые площадки, более, так скажем, облагородить территорию, в этом случае, я думаю, что этот объект будет довольно-таки интересен. Кстати говоря, несмотря на все, вот видите, первые туристы, которые здесь отдыхают, их можно вот сейчас снять на пляже, правда. Да. Красивые пляжи с туристами. Плюс 17 2 февраля. Да. Самиля, спасибо, вы нам показали замечательный маршрут. И всем телезрителям, я думаю, что многие сюда приедут. И здесь со временем будет гораздо интереснее. Да. Спасибо вам. Да, спасибо вам.
Я думаю, что-то новое вы сегодня увидели. Авторивьера подошла к концу. Всем желаем счастливого пути.